Здравствуйте, уважаемые телезрители. На ЮА Крым тема дня. В студии с вами ведущая Лариса Волошина. В Украинском кризисном медиацентре Крымско-татарский ресурсный центр и Меджлис крымско-татарского народа представил итоги и анализ нарушений прав человека в Крыму за 2017 год. В конференции приняли участие народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, глава правления Крымско-татарского ресурсного центра Эскандер Бариев и Эльвир Сагирман, менеджер по коммуникациям Крымско-татарского ресурсного центра. По представленным данным, на сегодняшний день насчитывается 61 политзаключенный в Крыму. Из них 38 – это представители коренного крымско-татарского народа. В 2017 году 16 человек были заключены под стражу, 15 из них – крымские татары. Комментируя представленные цифры, председатель Меджлиса Рифат Чубаров сказал, что эта статистика должна подтолкнуть общество к определенным размышлениям. Несчастья, которые вызвали события на востоке Украины и в Крыму, требуют мобилизации украинского общества и конкретных системных действий от украинской власти. Есть мнение, что для того, чтобы не поощрять Путина, нужно сесть с ним за стол переговоров, сказал Рифат Чубаров, и сделать для ему какие-то компромиссы, шаги навстречу. Наша позиция заключается в том, что любые компромиссы с Путиным до того, как Россия покинет оккупированные украинские территории, будут поощрением агрессора и дальнейшего усиления репрессиям. Так он прокомментировал данное событие. Подробнее об анализе нарушений прав украинских граждан в оккупированном Крыму мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, менеджером по коммуникациям крымско-татарского народа, по коммуникациям, ресурсного центра Эльвиром Сагирманом. Здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте. У меня вот вопрос, идти на переговоры, не идти на переговоры. Мнение Рифата Чубарова о том, оно ведь, если честно, оно так идет вразрез такому достаточно серьезному лобби на Западе о том, что с Путиным надо договариваться, чтобы уменьшить репрессии, уменьшить последствия российской агрессии. И тут Рифат Чубаров говорит, что ничего подобного. Как раз говорить с ним о чем-то, договариваться о чем-то, это усиливать репрессии, это давать повод, поощрять. Вот ваше мнение по этому поводу, говорить или не говорить? Вчера Рифат Чубаров на конференции справедливо отметил, когда журналисты задавали вопросы, что на сегодняшний день Россия не выполнила ни одного положения из резолюции, ни одного положения из принятых заявлений, из документов Европарламента, ООНовских резолюций. Они игнорируют все рекомендации, которые поступают от международного сообщества. И естественно, что когда мы говорим о том, чтобы садиться за стол переговоров или нет, мы должны четко понимать и анализировать тот факт, что Россия на сегодняшний день, к сожалению, не выполняет свои международные обязательства. И как раз наш анализ нарушения прав человека в Крыму есть тому доказательством. То есть цифры, которые мы вчера озвучивали, они говорят сами за себя, что Россия не придерживается своих международных обязательств, не выполняет те рекомендации и обязательства свои как перед Украиной, так и международным сообществом. И естественно, что садиться за стол переговоров, пока Россия не покинет Крым, на мой взгляд, является несколько бессмысленным. Ну, только если принимать ее капитуляцию. Это единственный случай. У меня, смотрите, в тех вчерашних цифрах, но они вообще впечатляют. Это какие-то жуткие данные. Там сотни арестов, сотни задержаний, миллионы штрафов. И там говорится о 16 жертвах, о 4 погибших в этом году. Что это? То есть я хочу понять, о ком идет речь и что значит погибшие. Погибшие – это мы ведем мониторинг с начала оккупации. Погибшие – это те люди, которые погибли из-за каких-то политических, возможно, обстоятельств, которые погибли в непонятных обстоятельствах. И на сегодняшний день у нас насчитывается уже около 18 человек. Вчера мы заявляли, что в 2017 году было 4 жертвы, но тут стоит отметить, что 2 случая, сегодня наши эксперты работают над ними, наши аналитики, и выясняют, при каких обстоятельствах погибли 2 представителя коренного крымско-татарского народа, потому что в марте 2017 года стало известно, что пропали 2 мужчин, в разное время, кто-то раньше, кто-то позже, и в конце месяца нашли их трупы.
Нашли, по-моему, одного в лесу, возле лесопосадки, и второго тоже недалеко. И то есть тут непонятные обстоятельства, при каких случаях они погибли. Ведется ли сегодня следствие по тому, чтобы узнать, кто, да, совершил эти преступления, либо они своей смертью погибли. То есть очень мало информации было, и сегодня наши эксперты работают над выяснением обстоятельств и ведется ли расследование. А еще два случая, из которых мы вчера заявляли, это Виджия Кашка, ветеран национального движения, которая погибла при задержании активистов крымско-татарского национального движения. Мы ее относим к жертвам оккупации, погибшим за период оккупации. И второй человек – это Виталий Арсенюк, если я не ошибаюсь. Это 67-летний житель Джанкоя. Был суд в июне, его обвинили в том, что он в причастности к деятельности свидетелей Иеговы. И после судебного заседания у него схватило сердце, и он погиб. Его мы также относим то, что он был жертвой То есть, в этих принципе, в действий. любом случае он является жертвой преследований по религиозному признаку. Так, по религиозному признаку, по Эльвира, политическим. у меня вот какой вопрос. Расследование, согласно международным конвенциям, такое понятие, вот вы там говорите о пропавших без вести. Расследование пропаж является обязанностью страны-оккупанта, и ненадлежащее расследование – это одна из форм военного преступления. Мы говорим о том, что в Крыму не только происходят вот эти жуткие, неправосудные вещи, не только происходят просто судилища, которые только имитируют судебный процесс, но там игнорируется такое понятие, как право гражданина на правосудие, на защиту. То есть там не производится расследование там, где речь идет о нежелательном для оккупационных властей элементе. И вот я хочу задать вопрос, можем ли мы и когда мы можем говорить, ставить перед международным сообществом в дополнение к таким военным преступлениям, как незаконный призыв, о котором вы, кстати, говорили, в армию, вот говорить еще о вот этой составляющей, не расследование уголовных дел, преступлений, совершенных против определенных категорий населения. Вы правильно отметили, на сегодняшний день за 2017 год нашим Крымско-татарским ресурсным центром зафиксировано 515 случаев нарушения права на справедливый суд и надлежащую правовую помощь. Это наиболее динамичные показатели за 2017 год. И говоря о том, что не расследуется, действительно, это, как показывает практика, даже взять на примере Эрвина Ибрагимова, которого насильно похитили в мае 2016 года. Представители де-факто власти, они утверждают, что якобы ведется расследование. Но мы не Были видим никаких заявления, что результатов. якобы его даже видели живым. Однако по факту, как мы видим, никаких расследований нет, и местонахождение уже более 1,5 лет остается неизвестным. И естественно, что об этих фактах нужно заявлять на международных площадках. Для этого нужно лоббировать на международном уровне, чтобы эти факты были включены в те же резолюции ООН. Потому что, как показывает практика, в принятой в конце 2017 года в обновленной резолюции ООН уже были включены те положения, которые вносила украинская сторона. Это прежде всего, как вы отметили, незаконный призыв в армию. В 2017 году было призвано около 5000 человек. И особенностью призыва в 2017 году является то, что начали призывников уже отправлять служить на территорию материковой России. То есть это, в принципе, незаконная депортация. Человек, призывник, он не распоряжается собой, и его просто незаконно увозят, крадут. Это киднеппинг. Тут дело в том, что вот буквально вчера известный правозащитник Абдурашид Джапаров заявлял о том, что большинство молодых людей, они не знают о своих правах. Они не знают, что Российская Федерация как государство не имеет права призывать их в свои вооруженные силы. И то есть нужно постоянно, систематически вести работу с жителями Крыма, объяснять им их права, потому что понятно, что это является нарушением 4-й Женевской конвенции, это статья 51. И наша задача, да, как общественности, как любых правозащитников, доносить эту информацию до жителей Крыма. И это должно быть на постоянной основе, это должно работать систематически, чтобы люди пользовались своими правами. Еще один из моментов, который освещался на вашей конференции, это Искандер Бариев. Он сказал о том, что в 2017 году
абсолютно очевидно, давление оккупационных властей приняло системный характер. То есть это не прекращается. А лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, когда он выступал на Европарламенте и описывал вот происходящее, то, что произошло в Крыму за эти 4 года. Он сказал, он так как-то вот обрисовал эту картину, он просто сказал о том, что люди, уже привыкшие к тому, что обыски происходят в 6 утра, в 7 утра, то есть они уже просто уже до того дошло, что человек, ну если в 9 никто не пришел, ну значит сегодня обыскивать не будут. То есть это уже стало привычкой, что могут ворваться. Вы говорили на этой конференции, что во время обысков происходят какие-то жуткие вещи. То есть просто, не просто обыск, не просто осмотр, что бьют стекла, пугают детей. Я хочу понять, это есть тоже ведь какой-то формой преступления? Потому что у нас был недавно случай, когда человеку присудили штраф в 1000 рублей за какой-то перепост в Facebook, а при этом, придя к нему домой, выломали дверь. Вот это что такое? Я прокомментирую вначале то, что вы сказали, то, что приобрели системный характер. Это действительно так, это показывают наши цифры, потому что мы подобный анализ сделали в 2016 году, и тогда мы видели такую картину, что нарушения прав человека принимали такую динамику, увеличивались канун каких-то памятных мероприятий, памятных дат коренного крымско-татарского народа, либо каких-то украинских праздников. Допустим, мы замечали, что нарушения увеличиваются в канун 18 мая, в День памяти жертв депортации крымско-татарского народа. То есть в том году была такая картина. В этом году мы видим, что нарушения действительно приобрели системный характер, и вы правильно отметили, что люди сегодня запуганы. Я знаю такие случаи, что есть такие семьи, которые боятся ложиться спать, потому что они боятся, что к ним в 4 или в 5 утра ворвутся домой силовики. То есть людей уже настолько напугали этими репрессивными действиями, и силовики действительно преследуют такую цель, чтобы запугать, чтобы подавить тех активистов, которые сегодня выходят на те же одиночные пикеты, которые выходят и делают стримы с мест обысков. И если говорить о тех формах, которые вы назвали, то, что бьют стекла, вламывают двери, очень сильный стресс оказывается на детей, потому что очень много несовершеннолетних детей в этих семьях, к которым приходили с обысками, как показывает практика. Это действительно так, это подтверждают активисты на местах, об этом есть видеосъемки. И, кстати, вчера, если я не ошибаюсь, Крым Реалии, проект Радио Свободы, они представили видеозапись, где силовики снимают свои действия. Самих силовиков. Да, и там мы можем тоже четко видеть, как они себя ведут. То есть они из толпы вытягивают одного-двух людей, которые являются более активными, и таким образом пытаются подавить всех остальных. Мы видели на этих съемках, как силовики стреляют в небо пистолетом. Зачем? Тоже своего рода акция устрашения, чтобы люди боялись. Это автоматически люди будут напуганы, если идет стрельба. То есть это естественный процесс. И таким образом пытаются запугать. И были даже зафиксированы случаи, когда людей избивали при задержаниях, при обысках. Об этом также свидетельствуют показания тех людей, которые были подвержены этим репрессивным действиям. То есть это делается с целью запугать не только тех активистов, но и весь народ. Но, как показывает практика, крымско-татарский народ стает еще более сплоченней, более единым, потому что на сегодняшний день люди в Крыму, они стали осознавать все это, и они сплотились. Это действительно заметно, если проводить такую некую параллель с другими годами, выслеживать эту динамику. Сегодня крымско-татарский народ в Крыму – это как единый организм. То есть не бывает отдельной беды, не бывает чужого горя. Когда приходят с обыском к одному человеку, очень оперативно собираются люди со всех регионов Крыма, не только односельчане. Оперативная информация передается по Фейсбуку, и люди активно приезжают со всех регионов. Это уже свидетельствует о том, что это действительно... Что сопротивление тоже началось системно. Действительно, да. Это Вер, знаете, мирное сопротивление. То, что вы рассказываете, мне вспоминается... Есть такая хорошая книга Ханны Аренд о суде над Эйхтманом, над фактически архитектором геноцида против евреев. И там она описывает очень интересное поведение, то есть окончательное решение еврейского вопроса в разных странах оккупированных. И она сделала интересное наблюдение, что от поведения местных властей
зависела в принципе судьба еврейского народа на этих оккупированных территориях. Потому что, например, там, где в Дании, когда при попытке фашистов, гитлеровцев заставить евреев носить желтые звезды, король сказал, что первый, кто оденет эту звезду, буду я, то есть там вообще не было репрессий, то есть просто не было. В Голландии, где власть, голландский король, голландское правительство эмигрировало в Лондон, и не было то есть не было легитимной коллаборационной власти. Там евреев защищали голландцы. Они поднимали восстание, они не дали. И что интересно, даже эсэсовцы, которые были на этой территории, они тоже саботировали убийства, то есть они как-то прониклись. А вот там, где были коллаборанты, там, где местная власть участвовала и участвовала активно, население оставалось инертно к этому кошмару. Я хочу понять, вот вы когда рассказываете, силовики стреляют в воздух, слушайте, кто это делает? Это украинские граждане или это российские пришельцы? Тут стоит понимать, что, конечно же, есть граждане Украины, которые пошли служить в так называемых правоохранительные органы, есть люди, которые переехали с территории Российской Федерации, и мы в Крымско-Татарском ресурсном центре неоднократно заявляли, что после оккупации в Крыму ведется политика замещения населения, когда массово завозят людей с территории материковой Российской Федерации, поселяют их в Крыму и тем самым пытаются сделать так, чтобы крымские татары стали численным меньшинством. Но, в принципе, по факту мы действительно являемся численным меньшинством. Нас всего лишь 12-13% в Крыму. И сегодня они делают так, чтобы крымские татары сами выезжали из Крыма. Путем вот таких репрессий, путем обысков, давления, делают так, чтобы крымские татары, то есть такая, да, ненасильственная депортация, можно сказать. Скажите мне, а как объясняет все вот это местное коллаборационное правительство? Вот, ведь они же не могут игнорировать то, что происходит. Люди же видят, они же должны как-то это описывать массам. Есть какие-то заявления по этому поводу Аксенова, Константинова? На самом деле это абсолютный нонсенс, все эти заявления, которые идут со стороны так называемых властей, потому что это проводится все под разными надуманными предлогами, якобы поиск террористов, якобы ячейки террористических организаций. Сегодня крымским татарам активно пытаются наклеить это клеймо террористов, чтобы оправдать свои репрессивные действия перед международной аудиторией. Цифры, которые вы представили, говорят о том, что они записывают в террористы целый народ. Это, то есть не бывает террористов, там, как вы сказали, 12%, я считаю, что больше. Но не бывает так. То есть, в принципе, когда они пытаются вот так объяснять, что они борются с террористами, какими методами, загоняя ОМОН и обшаривая все окрестные дома? И вот вы правильно вначале отметили, что был штраф 1000 рублей административный, на который можно было пригласить по повестке, по-нормальному, по-человечески, даже если это якобы является нарушением закона действия того или иного гражданина. Они вместо этого утром врываются с обыском, ведут себя некорректно, если это мягко сказано. И таким образом они, оправдывая свои действия, говорят, что это якобы террористы, да, допустим, это плановые проверки, то есть разные надуманные предлоги с целью просто запугать крымско-татарский народ. Вчера появилось сообщение о конференции в Европарламенте, которая прошла, я уже говорила о ней, на которой выступал Мустафа Джемилев, 4 года оккупации, итоги. И там были и Тамила Ташева, правозащитница из Крымсоса, Ильми Умеров, и Николай Капитоненко. То есть такой наш, это сплоченный такой украинский кулак. И в рамках этой конференции, что меня поразило, когда выступали спикеры не украинцы, понятно, о чем говорили мы, все о том же. Но когда выступали спикеры европейцы, они говорили о преследовании коренного крымско-татарского народа. Это что-то новое, потому что еще год назад мы обсуждали с украинскими правозащитниками о том, что из всех этих резолюций, которые приняты, прекрасных резолюций, но там вымарывалось понятие крымско-татарский народ, коренной народ Крыма. Там говорилось крым-татар-комьюнити, то есть сообщество. Вот сейчас уже начался разговор о народе, о коренном народе. Это такая победа, конечно, безусловно, крымско-татарской дипломатии, но все-таки что дальше?
Что мы будем делать дальше? То есть, да, теперь народ и его права признаны, и мир говорит о том, что надо защищать крымско-татарский народ от того, что происходит. Журналисты уже пишут о том, что это проводит аналогию прямую с Холокостом, что ну, это расовое преследование. Дальше что вы будете делать с этим всем? Какова цель? Да, вы правильно отметили. Можно принимать бесконечно много резолюций. Из года в год будут подаваться эти проекты резолюций. Репрессии будут продолжаться, потому что одних выпускают, других берут под стражу. Обыски проходят систематически, мы это видим. Тут нужно говорить уже о процессе деоккупации, о неком международном движении солидарности по деоккупации Крыма. И мы в Крымско-Татарском ресурсном центре сейчас наши эксперты начинают работать над этой инициативой, над проектом данной инициативы, чтобы было создано движение солидарности с крымско-татарским народом по деоккупации Крыма. Что это должно быть за движение? Там на самом деле предусмотрено несколько направлений. Я, допустим, вот расскажу по одному из направлений. Это такая некая консолидация международной силы, международной общественности, поддержка на международном уровне в Организации Объединенных Наций, например, с целью наложения санкций, усиления санкций, потому что на сегодняшний день мы видим, что это является очень эффективным инструментом. И те заявления, которые поступают, что это якобы не действует, это, на наш взгляд, это неправда. То есть это усиление санкций, работа по усилению санкций. Это поддержка тех людей, тех семей политзаключенных, которые сегодня есть на территории оккупированного Крыма. Сегодня наши представители ведут активную работу, начали уже данный процесс, где мы встречались с депутатами Европарламента, и чтобы за каждым определенным депутатом была закреплена одна, допустим, какая-то определенная семьи политзаключенного, и чтобы они были такими некими попечителями, да, поддерживали эти семьи на протяжении оккупации, пока отцы тех семей находятся под стражей. То есть это тоже своего рода поддержка, очень сильная моральная поддержка. И депутаты эти Европарламента, один депутат будет, допустим, сопровождать одну семью. Это, на мой взгляд, очень хорошая инициатива, нужно над ней работать, нужно ее примножать. И такие вот работа в данном направлении, она вот будет продолжаться. Спасибо большое. Поблагодарим нашего гостя Эльвира Свигермана за беседу, за разъяснение ситуации с правами человека в Крыму. И в заключение мне хотелось бы дополнить немного ту инициативу, которую мы услышали в конце передачи, о том, что за каждым европарламентарием должна быть закреплена семья политзаключенного. В международной практике есть такое понятие для оккупированных территорий, как страна-гарант. То есть, если одна страна есть оккупантом, другая страна жертвой оккупации, какая-то из стран может стать гарантом, может стать опекуном оккупированной территории. И тогда все преступления, совершаемые против граждан страны-жертвы, страной-агрессором на этой оккупированной территории, трактуются как преступления против граждан страны-гаранта. У нас есть Будапештский меморандум. У нас есть поддержка мира. Мы видим, что чем больше будут продолжаться репрессии, тем скорее мир начнет считать то, что происходящее в Крыму, оскорблением собственного достоинства, преступлениями против собственных граждан. А оккупанты, конечно же, уйдут из Крыма. Это просто вопрос времени. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Для того, чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на нашу страничку в Facebook.